بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Хвала Аллаху, который даровал возможность нам выступить, а вам услышать истину. Как известно, истина приносит пользу только тогда, когда человек поступает в соответствии с этой истиной. Многих сегодня ислам пугает или отпугивает тем, что показывают по телевизору, к сожалению. Но мы не удивляемся, потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля уже 1439 лет тому назад в Коране ниспослал нам и сказал: «Ва-юридуна аюдфиу нур Аллахи би афвахихим». Они пытаются потушить свет Аллаха своими устами. Устами это имеется в виду средства массовой информации, телевидение, радио, газеты, журналы, ну абсолютно все, что может излагать, где можно излагать свои мысли. По телевизору показывают, где взрывают невинных людей, отрезают головы под возгласы «Аллаху Акбар». Но и нельзя забывать, что слова «Аллаху Акбар», они легко обучаемые, да? То есть любого человека можно научить произнести слово «Аллаху Акбар» и создать какую-то сцену, организовать, заснять это все и показать всему сообществу, что вот ислам такая агрессивная религия. Это, во-первых. Во-вторых, многих в исламе пугает то, что слишком много запретов. Слишком много запретов. Но в действительности, если по статистике посмотреть, в исламе больше всего дозволенного, нежели запретного. Запретного у нас свинина, опьяняющие напитки, да, что еще там, убийство людей и так далее. Но все, что Всевышний Аллах запрещает, Он запрещает это для того, чтобы мы были счастливы в этом мире, не для того, чтобы быть несчастными. Кто-то говорит, например, как можно жить без 100 грамма, как можно жить без женщин, как можно жить без музыки, как можно жить без этого. Все запрещено, в исламе нельзя. Но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ва-аса ан такраху шей'a ва хуа хайрун лакум». Возможно, то, что вам не нравится, в этом есть, наоборот, для вас благо. И если человек, например, самый простой пример, это из реальной жизни, много так случалось, человек опоздал на какое-то мероприятие, ну, скажем, на самолет, который должен был улететь в какую-то страну отдыхать. Человек опоздал по причине того, что он утром вышел, в машине колесо лопнуло, или кто-то проткнул, или еще что-то. Причин много. И он нервничает, психует, говорит, там вот такие и так далее и тому подобное. Такая ситуация. И он опаздывает в аэропорт, на самолет, естественно, и проклинает всех, ругает всех, кого можно. Но в результате, спустя несколько дней, по новостям передают, что самолет такого-то рейса потерпел крушение, погибли все. То есть человек до этого, пока не узнал эту новость, переживал, нервничал, ругал всех, но как только узнал истину, человек сразу успокоился и понял, что он был неправ. Но даже в этот момент не всегда человек понимает, что кого нужно благодарить. А благодарить нужно Всевышнего Творца, Его одного, который даровал тебе вот эту жизнь. Аллах решил сохранить тебя, одного из этого количества людей в самолете. Ислам, религия сама по себе, она несложная. И если в ней возникают какие-то сложности, то это по причине только слабости самого человека. Когда человек слаб, если, например, взять спортсменов, тут есть, да, кто-то спортом, если занимается, когда человек неподготовленный приходит в спортзал, он, естественно, 100-200 килограмм поднять не может.
Почему? Для этого нужно время какое-то определенное, чтобы он нарастил мышечную массу, какое-то питание, режим и так далее. Также и в исламе, когда человек приходит, ему кажется, что одни только запреты, это нельзя, то нельзя, это тяжело, 5 раз в день читать намаз, в месяц, целый месяц голодать, нужно голодным, холодным ходить, ничего нельзя и так далее. Но в действительности, если человек привыкнет к этому, скажем, и будет понимать, он для чего это делает, то для него это наступает облегчение. То есть для него уже не становится трудным. Абсолютно. Если, например, один человек встает на ночные намазы, ему поначалу тяжело, но потом он к этому привыкает, и для него уже становится потом легко. Вот мы когда начинали читать пятикратный намаз, любой из нас, да, нам казалось, как это 5 раз в день читать. Но с каждым днем, с каждой неделей и месяцем ты уже привыкаешь, и доходит до того, что читаешь, в принципе, как бы на автомате. Но на автомате тоже не есть хорошо, потому что человек уже не сосредотачивается на том, на чем должен сосредотачиваться. То есть он раз, Аллаху Акбар, и пошел читать. Это тоже плохо. Человек должен как бы на автомате быть, но в то же время все осознавать, что он делает. Иншаллах. Сегодня наше положение татар, я всегда, вот когда выступаю на мероприятиях, где там ошлар, у татар говорят ошка шакарганда, да, вот. Мое желание есть донести и объяснить татарам, что кто такой мусульманин на самом деле. Да, у нас же мусульманином считают, кто тюбетейку одел или татарин, все, он мусульманин. Я смотрел выступление Эрдогана, это президент Турции, вы знаете, да? Вот. Он выступал, по-моему, в ООН. Выступал в ООН, трансляция была, так как я в молодости, в юности учился долгие годы в Турции, я турецкий понимаю, поэтому, ну, там переводили, конечно, внизу, но, в принципе, перевод уже не нужен был, я как бы слышал и достоверно сам переводил, можно даже было не смотреть. И вот у меня, говорит, дедушка был, говорит, сейчас он умер, и я к нему подошел и спросил, дедушка, скажи, кто мы, турки или... И там назвал еще какое-то направление. Это как у нас, я татарин или мишарин? Вот приблизительно такой вопрос. И мой дедушка мне сказал, внук, говорит, понимаешь, говорит, в судный день, когда мы умрем, говорит, Аллах задаст только 3 вопроса. И первый это, кто твой Господь, какова твоя религия и кто тот человек, который был на земле. Аллах не будет тебя спрашивать, ты татарин или мишарин, ты турок или азербайджанец. Аллаху это не нужно. И вот поэтому, если сегодня поразмышляем над тем, что нас ждет в судный день, мы не должны кого-то разделять. Вот я татарин, значит, я мусульманин, а ты русский, значит, ты не мусульманин. То есть мусульманином может быть любой человек, абсолютно, кто сказал «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах». Все. Чукчатый, китаец, японец, без разницы. Любой, кто произнес эти слова шахады, то человек становится мусульманином. Конечно же, когда человек вступает в ислам, в первое время ему тяжело какие-то вещи соблюдать. Сразу 5-кратный намаз и так далее. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самые любимые и самые наилучшие дела перед Аллахом – это те, которые совершаются по чуть-чуть, но часто. Ты должен к этому идти постепенно. И когда ты идешь, ты еще должен осознавать, что ты делаешь. Не просто так, все, сейчас мне это надо, и все. Накопил, и в результате у тебя головоломка произошла. Ты сам не понял, что ты сделал. То есть должен осознанно. Например, сподвижники пророка Мухаммада, мир и благословение ему, говорили, мы, когда изучили какой-то аят, не поняв его смысла, мы не продолжали дальше заучивать. То есть это о чем говорит? Что человек, когда приходит к исламу, он должен размышлять. Не просто слепо вступил и все. У нас сегодня большинство мусульман, скажем, да, даже не понимают, что такое единобожие. Не знают, что такое ширк. Но при этом себя считают многие мусульманами. Да? И при этом умудряются и колдунам ходить, и в гороскопы верить. И когда спрашивают, кто ты по гороскопу, я там козел, я баран, я овен, я стрелец, я еще кто-то. И возникает вопрос, но ведь ты же мусульманин, да? Вот поэтому отсутствие знаний иногда как бы
вот создает такую проблему. У меня у одного брата мусульманина, бывшая жена, сейчас они, к сожалению, развелись, вот, у нее спрашивали: скажи, пожалуйста, кто ты по гороскопу? Ну, так, в шутку. Она говорит: к этому зоопарку я отношения не имею, говорит. То есть ответ, в принципе, правильный, там же животные. Это языческий гороскоп, к которому мы, на самом деле, отношения не имеем. То есть у любого из вас, если кто-то спрашивает, кто вы по гороскопу, вы отвечаете: я мусульманин. А если переспросит: ну, понятно, мусульманин, ну, там, лев, там кто-то, говоришь: я просто мусульманин, альхамдулиллах, все, у меня нет никаких животных, я ни от кого не завишу. Ислам — это вот именно, когда в семье всегда хозяин один мужчина, то есть это муж, да? И когда мы говорим «ля иляха илляллах», именно вот «ля иляха илляллах» означает цифру 1. Цифру 1. Что больше нет, а решает все один. И вот когда ты понимаешь, что решает за тебя все один, и дает тебе только один, и лишает тебя чего-то только один, становится жить легче. Почему? Потому что ты знаешь, что не надо сюда бежать, туда бежать, разрываться. У тебя все один. Все один. У тебя есть проблема, вызываешь к одному. А проблема вот сегодня у татарского народа, в чем проблема? Ну, я уже говорю татарского, потому что мы же татары. Всевышний Аллах также сказал в Коране уже, округлим 15 веков тому назад: «Захар аль-фасаду фил барри валь бахр бима касабат айдин нас». Все проблемы, которые явные стали как на земле, так и на воде, по причине грехов людей. То есть люди совершают грехи. Буквально вчера я был на мероприятии там Кур'ан-Маджлис, один человек говорит: мне каяться-то незачем, Хазрат. Я говорю: а почему? А потому что у меня нет грехов, говорит. Но человека обвинить нельзя. Почему? Потому что он невежественный, он еще не понимает, что такое грех. Он думает, что если я никого не обижаю, если я не сплетничаю, если я не ворую и так далее, не пьянствую, не курю, все, значит, он безгрешный. А помимо этого же грехов гораздо больше, чем он себе может представить. И пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Куллю бани Адама хатта», каждый сын Адама ошибается. «Ухайру хаттаина таввабун», и лучшими из ошибающихся являются те, кто кается. И вот мы начали про татар. Татары сегодня себя называют мусульманами. Конечно же, это приятно, что все они себя считают мусульманами. Даже человек, который вот у татар есть такой обряд «Ишисы жидеса карага», то есть 3 жидеса, 7, 40 дней, там годовщина и так далее. Вот приглашают муллу, мулла приходит, да, умер человек, который даже «ля иляха илляллах» никогда не произносил, который намаз не читал, ничего не делал, да? Но когда у родственников спрашиваешь: он мусульманин? Да, он мусульманин. Понимаешь? А наша цель на сегодняшний день – достигнуть такого положения, когда Всевышний Аллах тебя будет считать мусульманином. Вы знаете, если такая история была при жизни пророка ﷺ, был такой сподвижник Убай бин Кааб. Он отличался, его была отличительная черта такой, что он старался больше всех опередить, то есть сделать добрых дел. Его звали Убай бин Кааб. И вот однажды ночью пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вечером или ночью пришел к нему домой. Постучал в дверь, и когда Убай открыл, он увидел, что стоит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и очень сильно обрадовался. И он спросил: о посланник Аллаха, что привело тебя в столь поздний час? И он ему сказал, и вот я бы хотел, чтобы вы как бы вдумались в то, что он сейчас вот в эту ситуацию, и задали себе вопрос: а что я сделал? И сейчас вы поймете. И вот пророк ﷺ сказал: я пришел к тебе по велению Аллаха, потому что мой Господь велел тебе почитать сурату Баяна, то есть «Лям якуни ладзина кафару мин ахлил китаби валь мушрики» и так далее. И Убай бин Кааб, представьте состояние души человека, которому приходит пророк ﷺ и говорит: «О Убай, меня Господь твой послал к тебе сказать, чтобы я тебе почитал суру Баяна». И он переспросил: о посланник Аллаха, Аллах назвал меня по имени? Он сказал: да. Вы можете представить, человек, кого Аллах субхану ва тааля называет по имени. И Убай бин Кааб заплакал. Но заплакал он от чего? От того счастья, которое переполнило его сердце, что
Аллах с высоты себе небес называет его имя. И вот сегодня, если мы зададим вопрос «я себе, а вы себе», что я сделал сегодня в этой жизни такого, чтобы Аллах меня упомянул рядом с теми, кто лучше нас? Потом была еще другая история с Муазом бин Саад. Это был другой сподвижник, который также много совершал праведных дел. И когда он умер на поле сражения, содрогнулся трон Аллаха. Это достоверная история. Джибриль, алейхиссалям, снизошел на землю и сказал: «О Мухаммад, один из твоих сподвижников был убит, и по причине его смерти содрогнулся трон Аллаха». И пророк сразу же начал думать, что это Абу Бакр, Омар, Усман, Али, самые близкие, почетные из курайшитов. Но все они оказались живыми. И тогда он понял, что это был Муаз бин Саад. И вот сегодня, когда читаешь вот эти истории сподвижников и понимаешь, что сегодня мы даже вот такие мусульмане, которые вроде себя считаем хорошими перед своими родственниками, еще мы сами далеки от совершенства. И Всевышний Аллах говорит: «Инна Аллаха ля югайру ма бикаум». Аллах не меняет положение людей, хатта югайру ма би анфусихим, пока они сами себя не изменят. Много людей в истории, если почитать, которые писали, известные люди: «Я пытался долгие годы своей жизни изменить мир, но не смог этого сделать. И размышляя, я понял, чтобы изменить мир, нужно сначала изменить себя». И вот пока человек себя не изменит и не поймет смысл жизни, кто его создал, для чего. Мы же как, получается, человек из мрака, из грязи, из развратной жизни вступает в ислам, приходит, и в эту грязь он за собой затаскивает. И иногда бывает, что люди, которые видят его, понимают, что ислам — это какая-то нехорошая религия. По причине того, именно вот этого человека. У нас, сегодня я не вижу этих братьев-дагестанцев, они иногда приезжают на мечеть. Однажды мне сказали: «Али Хазрат, говорит, у нас вопрос есть». Я, говорит, вот у нас, говорит, в Дагестане, говорит, один дагестанец принял ислам, встал на намаз, потихоньку стал к этому идти, и увидел мусульман, уже которые давно в исламе, у них отрицательные стороны какие-то нехорошие, да, в разговоре, в поведении или что-то. И вот он говорит: если бы, говорит, я это увидел бы до принятия ислама, я, говорит, никогда бы не принял ислам. Если бы я это увидел бы. Но хвала Аллаху, что я уже был в исламе. И вот сегодня мы, когда хотим воспитать наш народ, наших родственников, они в первую очередь смотрят: мои родственники на меня, твои родственники на тебя, твои родственники на тебя, на тебя. Какой ты в исламе, какой ты был до ислама и какой ты стал в исламе. У меня один брат знакомый, он по жизни был горячим человеком, всегда кричал, такой, жесткий человек. И вот мы с ним в Казань как-то ехали, он мне рассказывает: представляешь, Хазрат, говорит, я, говорит, своей жене, говорю, рассказываю, говорю, прими ислам. Она бесполезная, говорит, ни в какую. И вот однажды, говорит, произошло так, что ребенок что-то сделал, то ли разбил посуду, то, что мне вообще обычно не нравится. И в этот момент почему-то мне так вот было равнодушие, то есть, сломал, субханаллах, и ладно. И я не стал кричать, ничего не говорить, продолжал сидеть на кухне, то ли чай пить, что-то. И вот ты представляешь, время спустя моя жена ко мне подходит, говорит, я уж имя этого человека не буду, а то сразу все поймут. И я, говорит, знаешь, хочу одеть платок и читать намаз. Я еще, говорит, посмотрел, говорит, ты что, говорит, с чего это ты вдруг? Я увидела, как твоя религия тебя изменила, говорит. Я увидела, как твоя религия, которую ты исповедуешь, тебя изменила. И я, говорит, просто удивился, говорит. И вот поэтому сегодня мы приводим родственников, да, говорим, мама, приди, папа, дедушка и так далее. А своего-то примера не хватает. Они видят, что какой ты был вчера, такой же остался и сегодня. Просто борода выросла, короткие брюки стали, но намаз начал читать. А в основе ты не изменился. А измениться нужно изнутри. И поэтому Аллах говорит, пока вы себя не измените, Аллах вас не будет менять. Нужно стараться. А мусульманин это кто? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аль-муслиму ман салим аль-муслимуна
мин лисанихи ва ядихи. Мусульманин это тот, это от руки которого и языка которого другие люди не страдают. А сегодня много людей приходят вот с жалобами, говорят: Али Хазрат, вот там такие-то люди, вот там вот такие мусульмане, вот они вот такие. И ну, стыдно, конечно, я понимаю. Омар ибн ар-Хаттаб сказал: оправдай своего брата 70 раз. Но когда такие вещи говорят, и сидеть уже кого-то оправдывать, и если ты еще тем более знаешь этого человека, ну смысла нету, как бы стараешься тет-а-тет попробовать с этим человеком поговорить, чтобы он исправился. И тогда, возможно, твои родственники за тобой пойдут. И тебе не придется уже сюда приводить. Как был это случай вот с тем мужчиной. У него жена сама изменилась. То есть он понял ислам, суть ислама, и она изменилась. У нас же у мусульман Нового года нету, у нас у мусульман гороскопа нету. У нас у мусульман такого понятия, как подкова над дверью приносит счастье, нету. Ну как вот представить, вот просто, вот висит подкова, ты ее купил в магазине или сам сделал, повесил на дверь и сам себе говоришь: она мне будет приносить счастье. Ну это же неразумно же. Как ты сам сделал, и оно тебя же и должно охранять. Вот одна знакомая в одном медицинском центре, я когда на массаж ходил, увидел, у нее на груди вот тут висел кусочек деревяшки, такой как таблетка, деревяшка на веревке. Я говорю: извините, пожалуйста, я говорю: а что это у вас на шее висит вот эта деревяшка? Она говорит: ну, прятать начинаем, да, как бы. Я говорю: вы не прячете, я говорю: мне она не нужна, как бы. Я говорю: я как понял, это у вас амулет, который вас оберегает, вот вы так думаете. Ну, в принципе, да, говорит. Я говорю: вот смотрите. Я говорю: когда я подошел и начал спрашивать, я говорю: вы его начали прятать, правильно? Да. А что, если его взять и выбросить в мусорку или на улицу, вот в окно куда-нибудь? Что с этим кусочком будет? Она говорит: я не буду выкидывать. Я говорю: я вас не прошу выкидывать. Просто вот, если выкинуть, представить, что будет? Ну, он будет в мусорке валяться. Вот смотрите теперь, вот вы думаете, что он вас оберегает. И вы взяли эту деревяшку, выкинули, она лежит в помойке. Если бы она вас оберегала бы, то в первую очередь она должна уберечь себя, прежде чем вас. Правильно? Правильно. Я говорю: если вещь, которая не может себя оберегать, как она может оберегать вас, говорю? Ну, время спустя, смотрю, она уже не носит эту деревяшку. Хотя так и ислам и не приняла. Но вот до нее это дошло. То есть иногда человеку нужно, не доходит, ты можешь весь Коран ему перечитать, ему все равно. Ты можешь тысячи и десятки тысяч хадисов ему доводы привести. Он как стена. Но иногда человеку достаточно одного слова, иногда достаточно человеку примера своего. Или какого-то примера из светской жизни. И все, и человек сразу уже становится мусульманином. Или, например, вешают аят-аль-Курси над стеной. Я говорю: для чего вешаете? И если говорит, что вот это аят-аль-Курси, который я повесил, оберегает, это называется ширк, то есть многобожество. Потому что оберегать может нас от всего дурного, всего скверного только Аллах. Но если ты его повесил просто, чтобы тебе как бы напоминание об Аллахе, это другой вопрос. Поэтому у нас хотят верить во все, но только не в Аллаха. Когда надо, да, Аллах верим, когда не надо, там что-то другое. Ходят к гадалкам, к экстрасенсам. Вот у меня то-то, вот у меня так, а вот так. Зачем ходить тебе туда? А это же все причина из-за слабости, отсутствия знания. Идет к гадалке. Пророк Мухаммад ﷺ говорит: тот, кто ходил к прорицателю, к колдуну, гадалке, тот проявил неверие в то, что было ниспослано пророку Мухаммаду, то есть в Коран. А в Коране же Аллах явно говорит: «Вакаля раббукум уд'уни». И ваш Господь сказал: ко мне взывайте. У вас нет другого Бога, ко мне только взывайте. Эстаджиб лякум, и я вам отвечу. Все, какие вопросы есть? Только один Аллах. Вот в этом и разница между исламом и другими как бы течениями или религиями, что мы взываем только к Аллаху. У Аллаха нет ни отца, ни сына, ни мамы, ни папы, никого. Нет никого и ничего, кого бы можно было сравнить с Аллахом субхану ва тааля. Однажды Аиша, чтобы вам более было понятно суть ислама, веры, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже покинул этот бренный мир, и осталось у него, все жены вдовами стали, самая молодая жена Аиша в этот день постилась, ну, уже после смерти, постилась, была служанка Барира, да.
Вот. И однажды во время поста, я не знаю, это понедельник, может быть, четверг или 13, 14, 15, там не говорится, к ним в дверь кто-то постучал. Барира спросила, кто там? Я бедный человек, накормите меня. Я голоден. И вот здесь как бы хотел попросить, сказать вам, чтобы вы вдумались в смысл того, что сейчас здесь прозвучит. И представить, как бы я отреагировал бы. То есть вот любой из вас. И вот Барира говорит, Аиша спрашивает, кто там? А пришел бедный человек и просит еды. И она спросила, а есть ли у нас что-нибудь? Она сказала, у нас есть вот горсточки ячменя, ну кучка. И то это для вас, Аиша, для тебя, чтобы ты ифтар сделала. Аиша подумала, посмотрела на эту горсточку и говорит, отдай, пусть заберет. Он говорит, ну как? А что же тебе кушать, Аиша? И он сказал, Аллах пропитающий, Аллах дарует нам пропитание. Вот я говорю, фиксируйте каждый отдел вот этого, да, и размышляйте. Вот она посмотрела, подумала и отдала. В то время как в доме ничего больше кушать нечего. А ей же надо разговляться. И она отдала. Прошел аср намаз, ну, икинде, послеобеденный. Наступает вечерний намаз. Барира стоит рядом с Аишей и как бы улыбаясь, так сарказм там, да Аллах нас пропитает, уже сколько времени прошло. Да. Аиша читает. И вдруг в этот момент опять стук в дверь. Барира подходит и спрашивает, кто там? Я такой-то и такой-то. Откройте, пожалуйста, я пришел к вам с подарком. Открывает и видит, стоит мужчина с соседней улицы и принес козу. И он говорит, это вам, говорит. Зачем? Просто вам подарок, говорит, заберите. И ушел. Аиша прочитала намаз и спросила Барира, что случилось, кто там приходил. Она сказала, о, Аиша, говорит, пришел, говорит, человек, говорит, и клянусь Аллахом, говорит, он никогда нам ничего не давал, никогда. А тут вдруг пришел и принес козу в подарок. Просто так. И Аиша, улыбнувшись, сказала, Барира, разве это не лучше, чем то, что было в твоей руке? И после этого Аиша сказала такую фразу, над которой каждый должен всегда размышлять. Она сказала, клянусь Аллахом, говорит, ваша вера не будет совершенной до тех пор, пока вы не будете убеждены в существовании Аллаха больше, чем в то, что есть в вашей руке. То есть вот такова была вера сподвижников и сподвижниц, когда они верили в Аллаха. А мы сегодня иногда есть 10 рублей в кармане, дать не дать жалко. Да, понимаешь? Понятное состояние, что ты жалко. Это из-за отсутствия сильной веры в Аллаха, упования, что вот что-то у нас как бы проблемы есть. У нас у самих есть проблема, а мы ищем проблему в наших родственников. Но сначала надо излечить же себя, а потом уже лечить других. Поэтому, которые сегодня верят в гороскопы, должны прекратить это, да? И им нужно объяснять. Которые верят в суеверие. Кошка пробежала, все там что-то случится, с пустым ведром там идет бабушка, все это плохо. Мне приснился во сне мертвый там дедушка или кто-то меня за руку взял с собой, повел, все, я сейчас умру и так далее. Вот эти все суеверия, вот эти все глупости, которые от невежества перешли, они, не нужно обращать на это внимание. А вот это все обращение внимания идет откуда? От отсутствия веры. Истинной веры в Аллаха. Когда ты веришь, вот, например, когда Халиду бин Валиду был такой воин, человек-сподвижник, Халид бин Валид, которого пророк ﷺ назвал Сайфулла, меч Аллаха, да, который сражался на пути Аллаха. Однажды, по-моему, если я могу ошибиться, исправьте, если кто знает, ему принесли. К нему пришел человек и сказал, о, Халид, говорит, я слышал, что ты настолько сильно уповаешь на Аллаха, очень сильно уповаешь на Аллаха, что если даже тебе дадут яд, и ты выпьешь, и не умрешь. Он сказал, да. Он говорит, неужели? Он говорил, да. Ему дают яд, и он произносит, бисмилля,
и на глазах этого человека выпивает яд. И с ним ничего не случается, он не умирает. Но только ты этого никогда не делай, ибо ты умрешь, говорит. У тебя нет такого упования. Понимаете? Вот это и есть упование, когда ты очень сильно уповаешь на Аллаха и знаешь. Это как бы своего рода и знамение было, и чудо, да? Но если сегодня даже любой из нас сейчас скажет, вот тебе принесут яд, и ты скажешь: бисмилля, о Аллах, я так верю в тебя, иншаллах, я не умру. Выпиваешь, и ты умрешь, потому что ты не Халид бин Валид, да? Или когда приходили люди и говорили: вот я читаю рукью вот этому человеку, а шайтан не выходит из него. Он говорит: а что же ты читаешь? Я, говорит, читаю суру Мульк. Табарак аллади биядихиль мульк. И что? И джин не выходит. Он говорит: но Умар же читал, и джин убегал. Он говорит: но это же Умар читал, а это ты читаешь. Вот даже разница в вере. Понимаете? Люди по-разному верили в Аллаха. Поэтому наша цель сегодня, то, что вот вы привели своих родственников, пап, мам, сестер, братьев, они должны понять, что вера не в том, что ты говоришь: я мусульманин, и все, а то, что ты делаешь. То есть вера, вот немножко нас как бы хотят убедить или как бы сказать, что вера — это произнесение языком и вера сердца, а деяние совершать не является обязательным. Как бы я с этим не согласен, да? Не согласен почему? Потому что самый простой пример. Вот сегодня у нас есть жены у всех, да, дети, у женщин есть мужья. Если, например, я бы сегодня подошел, или любой из нас подошел бы к своей жене и сказал: я люблю тебя, выходи за меня замуж. Ну, не жене, а будущей жене. Я тебя люблю. Ну, порядочная девушка или, в крайнем случае, промолчит или скажет: с какой стати я должна за тебя замуж выходить? Что ты такого сделал, чтобы вот, да? У тебя есть цель понравиться этой девушке, правильно? Ты бы либо ей цветы подаришь, либо там, ну, к ее родителям будешь приходить и делать все, чтобы она почувствовала, как она тебе нравится. Правильно? Ты делаешь все, чтобы ей понравиться. И после этого она видит, какой ты порядочный, какой ты там, скажем, ну, действительно хороший человек. И у ней появляется уже чувство по отношению к тебе, что ты ей начинаешь нравиться. И вот я говорю, если в любви нужно проявление чувств, неужели в исламе, в вере, не нужно проявлять, какая твоя вера? То есть ты же что-то должен сделать.